Раз, два, три, четыре, пять. Ну, кто там пуск скомандует? Что ж, добрый вечер, добрый день, вернее, дорогие коллеги. Здравствуйте, уважаемые зрители, кто смотрит нас в прямой трансляции на канале YouTube. Мы продолжаем наш цикл мероприятий профилактика киберпреступлений, который мы начали еще в 2019 году вместе с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики совместно с Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. А сегодня тема круглого стола – киберсталкинг. Это мы будем обсуждать, находить какие-то выходы из этой проблемы, но сейчас в начале мероприятия разрешите представить экспертов, которые принимают участие в мероприятии. Это Сергей Лыткин, Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики, Алексей Красильников, заместитель директора Республиканского центра инфокоммуникационных технологий, Андрия Иванова, педагог-психолог мобильной кризисной службы Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи «Психология», Сусанна Рожина, председатель общественного совета Губинского округа по делам несовершеннолетних. Инар Павлов, главный специалист по информационной безопасности Министерства образования и науки Республики. Анна Иванова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования окружной администрации. Людмила Протопопова, педагог-психолог Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения. Звержеева Оксана, начальник отделения по делам несовершеннолетних, подполковник полиции, представители прокуратуры. Ирина Машкова, старший помощник прокурора. И Варвара Трофимова, прокурор по отделу по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Я вас приветствую еще раз. Здравствуйте. Сегодня будем обсуждать киберсталкинг. Это одно из самых распространенных преступлений в мире. Будем обсуждать, как не стать жертвой этого преступления и что делать, если все-таки это неприятное событие с вами произошло. И что самое главное, сегодня мы обсудим, как вопросы касательно киберсталкинга в отношении детей, потому что, согласно статистике мировой, именно они чаще всего с этим сталкиваются. Понятия очень близкие: кибербуллинг, киберсталкинг. Ключевое отличие является определение цели, которая лежит в основе совершения таких психологических манипуляций. Если говорить о кибербуллинге, то там осуществляется травля пользователя по разным основаниям. Там группа лиц могут травить по различной форме, по любой причине. Это пол, возраст, национальная, расовая, религиозная принадлежность и любые другие надуманные, может быть, какие-то даже причины. Киберсталкинг же представляет собой наиболее жесткую форму прессинга в интернете, которая направлена на преследование и слежение за жертвой, которая активно забрасывается информацией псевдопозитивного или компрометирующего характера, откровенно, может быть, даже и отвратительного местами бывает. В общем, киберсталкинг – это наиболее агрессивный вариант психологического воздействия и, соответственно, является следствием кибербуллинга. То есть, что может начинаться, может быть, что-то безобидно, а в итоге перерастает в очень такие неприятные моменты. Первый вопрос адресуем, наверное, Министерству инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Лыткин Сергей, скажите, пожалуйста, какую работу министерство проводит в этом направлении? Да, добрый день, уважаемые участники круглого стола и зрители. Министерство в рамках своих полномочий обеспечивает защиту государственных информационных ресурсов республики, а также ведет единую информационную политику по защите информации. Если говорить о кибербуллинге, киберсталкинге, то в прошлом году мы уже проводили такой же круглый стол по кибербуллингу и совместно с экспертами приняли такие важные решения, как защититься от кибербуллинга. Если смотреть сейчас, с развитием технологий, интернета, мы можем обмениваться информацией с разными людьми в разных местах, которые находятся, обмениваться фотографиями, а также используем гаджеты, то при этом мы знаем, что некоторые люди все равно используют это против нас. То есть в данном случае это киберсталкинг. Они преследуют и запугивают людей. Это в основном школьники, как сказал Иван. По статистике, получается, 40% российских школьников подвержены киберсталкингу.
И сейчас необходимо, чтобы родители знали, как защищаться, как работать в интернете, чтобы они учили своих детей правильном работе с гаджетами. Если смотреть расширенно, то не только в гаджетах, да, но и в школах тоже есть такие прецеденты киберсталкинга. И в школах тоже необходимо принять такие меры. Мы же подготовили сейчас видеоролик касательно киберсталкинга, который сегодня презентуем. И надеюсь, зрителям будет уже понятно, что такое киберсталкинг и как защищаться, и что нужно предпринимать, также обучать, чему обучать своих детей. Я прошу обратить внимание на экран. Мы представляем вашему вниманию видеоролик на тему киберсталкинг. Киберсталкинг на сегодняшний день один из самых губительных типов онлайн-атак. Он обычно проявляется в отправке жертве сообщений с угрозами или публикации уничижающих достоинства жертвы фотографий и видео в социальных сетях. Большинство киберсталкеров способны высказываться только в онлайн-пространстве. В реальной жизни у них не найдется смелости произнести подобное в лицо жертве. Киберсталкинг детей – острая проблема. В интернете легче сохранить кажущуюся анонимность, и это, в свою очередь, порождает вседозволенность вкупе с сопутствующими проблемами. Важно вовремя отследить, что у ребенка проблемы в сети. Об этом говорят некоторые симптомы – подавленность, постоянное использование гаджетов, злость или непривычная замкнутость. Есть разные способы защититься от киберсталкинга. Горячие линии, жалобы на контент в интернете. Психологические последствия киберсталкинга у подростков могут быть различны – от подавленного состояния до панических атак, повышения тревожности, серьезных эмоциональных травм. Если вы столкнулись с такой ситуацией, скорее обращайтесь за поддержкой и помощью для себя и ребенка. Киберсталкинг довольно распространен среди детей и подростков, но есть способы снизить риск и ограничить воздействие. Бережное отношение к паролям и личной информации в целом полезно, как и осмотрительность в отношении своих постов, изображений, текстов. В любой социальной сети нужно постоянно проверять параметры безопасности и настройки конфиденциальности. Вот некоторые признаки, что у ребенка проблемы с общением в сети. Ребенок перестал использовать гаджеты или, наоборот, использует чаще обычного. Ребенок выглядит расстроенным, раздраженным, подавленным после взаимодействия с гаджетами. У ребенка резко ухудшились оценки. Ребенок стал закрытым, настороженным, не идет на контакт. Если кто-то практикует киберсталкинг в отношении вашего ребенка, действуйте так. Побудите его рассказать все как есть, убедив в том, что он ни в чем не виноват. Попросите фиксировать даты, описывать, что произошло, хранить скриншоты в качестве доказательств. Важно не реагировать на атаки. Агрессор жаждет внимания, и если реакции нет, он может потерять интерес. Обратитесь к провайдеру и сообщите о киберсталкинге в его сети. На некоторых сайтах есть специальные тревожные кнопки для информирования о фактах угроз. Можно блокировать в соцсетях каждого, кто заставляет чувствовать себя некомфортно. Помните, что в подобной ситуации всегда можно обратиться за помощью к классному руководителю или к администрации школы. Школьный психолог и специализированные центры психологического сопровождения способны помочь ребенку выйти из стрессового состояния. Если чувствуете, что ситуация выходит за рамки, обращайтесь в полицию и к детскому психологу. Общероссийский единый детский телефон доверия 8 800 2122. Что ж, огромное спасибо. Я хочу напомнить присутствующим, что вот эти ролики, которые мы смотрим в самом начале обсуждения, мы тоже можем и должны обязательно обсудить и вносить свои предложения, что еще можно в такой видеоролик добавить. То есть эксперты наши будут фиксировать и в видоизмененной какой-то, может быть, форме с дополнениями этот ролик уже увидит белый свет в средствах массовой информации, в сети интернет. Поэтому прошу принять в обсуждении и этого ролика тоже активное участие. Но сейчас давайте поговорим о том, что цели. Вот цели, о чем, какие цели преследуют эти пресловутые киберсталкеры. Все-таки это какие-то, может быть, материальные, жажда материальной какой-то выгоды, то есть шантаж, да, я не опубликую какой-то там противный материал про тебя, или это потешить свое самолюбие. В общем, все о целях. Алексей Алексеевич Красильников, Республиканский центр инфокоммуникационных технологий. Слово вам. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола, наши зрители. Спасибо за вопрос, Иван. Ну, что касается киберсталкинга, слово, как вы понимаете, заимствованное, пришло к нам из другого языка.
ну, как преследование это. То есть мы уже говорили, Сергей отметил, что мы также собирались и обсуждали проблему кибербуллинга. Но это как бы единичные случаи, а киберсталкинг – это когда уже преследование идет прям конкретное. То есть оно может начаться и в реальном мире, в школе, например, если в отношении детей, либо на одной, скажем так, интернет-площадке, и продолжится еще в разных. То есть помимо, скажем, встречи вживую, либо переписки там в одной социальной сети, может это продолжится телефонными звонками, мессенджерами и так далее. Цель, ну, как правило, она просто одна – сделать невыносимой жизнь жертвы и запугать ее полностью. Вот чуть-чуть добавлю по статистике. Сергей сказал, по одной статистике 40% по России школьников страдают от этого. Но тут у меня небольшая статистика есть тоже вот по мировой статистике из доклада ЮНЕСКО за 2020 год. Порядка 1 миллиарда человек, ну, половина детей в мире страдает от разного вида насилия, в том числе и то, что мы сейчас обсуждаем. И в процентах это в мировой, это 35 где-то примерно. Соответственно, как ни прискорбно, наша страна как будто бы еще и опережает по вот этому. Ну, оно и понятно, у нас очень много детей подросткового возраста постоянно в сети находится, более половины, и там постоянно с каждым годом растет это количество. Ну вот, что касается киберсталкингов, да, там совместно с ростом технологий, там и вот эти вот методы технологического воздействия тоже могут сильно быть совершенствованы. Такие случаи известны, когда GPS-устройства к машине прилепляют, чтобы отслеживать, например, передвижение. Ну а потом это все связывается с разными интернет-площадками, социальными сетями, и преследование ведется. Итоговая цель, она все-таки отдельно идет. Это как бы мера воздействия, а итоговая цель – деньги, там, либо еще какие-то репутационные риски, либо принуждение к какому-то действию. Оно разное может быть. Огромное спасибо. Но раз уж мы отметили то, что в основном этой проблемой затронуты у нас школьники, как и с одной стороны, как жертвы, ну, соответственно, так и с другой, как люди, которые совершают эти правонарушения. Хотелось бы, если она есть, конечно, узнать статистику, все-таки как часто несовершеннолетние подозреваются или даже привлекаются за нарушение в сети интернет. Оксана Будимировна, наверное, это к вам вопрос. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Ну, стремительное развитие информационно-коммуникационных сетей и свободный доступ детей к сети интернет негативно сказывается на безопасность детей, пагубно влияет на незрелую психику ребенка. С использованием сети интернет в отношении детей совершаются преступления сексуального характера, вовлекаются в совершение преступлений в качестве кладменов, скулшутинг, мошенничество, буллинг. У детей появляется интернет-зависимость. В качестве статистики, в подразделениях по делам несовершеннолетних на профилактический учет попадают подростки, совершившие правонарушения и преступления. На сегодняшний день на территории республики состоит 1184 несовершеннолетних правонарушителя. Из них 10 подростков, вовлеченные в совершение правонарушений с использованием сети интернет. Это участие в несогласованных митингах и шествиях, когда в феврале-марте текущего года в социальные сети активно призывали детей и подростков выйти на митинг и поддержать протестные акции. Далее совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, когда подростки в целях получения легких и быстрых денег трудоустраивались через интернет-ресурсы курьерами, кладменами. Участие в совершении виртуальных мошенничеств, вымогательств, а также скулшутинг. Трагические события, произошедшие в 2021 году в городах Казань и Пермь, получили широкое распространение в средствах массовой информации. Молодежь стала тогда активно просматривать и поддерживать действия стрелков, призывать к нападению на образовательные организации. Не обошел стороной интерес к этим событиям и молодежь нашей республики.
когда только в текущем году проведено сотрудниками органов внутренних дел в ходе мониторинга были выявлены ряд несовершеннолетних, да, было проведено 38 адресных проверок, проведены были профилактические беседы и с подростками, и их родителями, законные представители там, где усматривалось нарушения со стороны родителей, где отсутствовал контроль, да, были привлечены к административной ответственности по статье 5.35. Дети, не понимая ответственности и последствий за свои действия, вступают в переписку с неизвестными оппонентами, которые их подстрекают к совершению особо тяжких преступлений. Пример, когда в сентябре-октябре правоохранительными органами в 3 районах республики были выявлены факты распространения информации, представляющий угрозу жизни и безопасности граждан, учащимися образовательных организаций. Один несовершеннолетний был помещен через суд в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей до 30 суток. Данное деяние квалифицируется статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористический акт». Материалы, где усматривалась вина, да, несовершеннолетних, были направлены в Следственный комитет. Также пример, когда в марте текущего года сотрудниками полиции был задержан несовершеннолетний студент столичной образовательной организации, который через интернет устроился работать курьером. В ходе изучения личности было установлено, что досуг данного подростка не был организован, остро нуждался в денежных средствах, предложение о работе нашел в социальных сетях. Если переходить к портрету данных подростков, да, совершающих преступления. Это возраст детей от 11 до 17 лет, учащиеся и студенты образовательных организаций, воспитывающиеся в вполне благополучных семьях, на учетах в органах внутренних дел не состоящие. В первую очередь, конечно, эта ответственность лежит на родителей и иных законных представителях за действия, совершенные несовершеннолетними детьми. С поставленными на профилактический учет несовершеннолетними сотрудники органов внутренних дел в тесной связке с органами системы профилактики проводят индивидуально-профилактическую работу. Конечно, это в первую очередь организация их досуга и занятости, закрепление общественных наставников, которые могут оказать положительное влияние на подростков. Прежде всего, конечно, в целях предупреждения таких вовлечения детей в такую преступность, это родительский контроль, организация досуга и занятости детей, вовлечение детей в общественные формирования патриотической направленности, оказание, конечно, своевременной психологической помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все у меня. Огромное спасибо за комментарий. Действительно, да, я тоже как отец могу сказать, что, увы и ах, но обилие свободного времени у детей возникают такие какие-то непонятные позывы в сторону, в том числе и правонарушений. Вернемся мы еще к очень многим вопросам. Сейчас хотелось бы, Инар Евгеньевич, услышать ваши комментарии, наверное, больше технического характера, как все-таки можно защитить себя от киберсталкеров, если вдруг что-то это началось. День добрый, уважаемые участники стола, уважаемые слушатели. Мы живем в новом мире, так сказать, в цифровом, а цифровой мир – это мир данных. Поэтому защищать себя нужно не только от киберсталкеров, а вообще иметь осторожность в этом мире, как и в обычном, в нашем мире. Так как наши дети в цифровой мир сейчас окунаются чуть ли не с самого рождения, и правилам безопасности и осторожности поведения в цифровом мире их надо учить, так же, как и в настоящем мире, грубо говоря, как правильно держать ложку, нужно их учить, как правильно общаться в цифровом мире. Надо их учить, что начинать надо с защиты своих данных, обращать внимание на страницы в социальных сетях, ограничить доступ к ним, если вы этого еще не сделали. Убедитесь, что ваши публикации могут видеть только друзья или определенный круг лиц, которых вы знаете, которым вы доверяете. Не разрешайте сайтам отображать ваш домашний адрес и телефон.
Если есть возможность, даже стоит создать отдельную электронную почту для социальных сетей, для общения. Если хотите сообщить ваш номер телефона или другую личную информацию другу, сделайте это в личном сообщении, а не в открытой публикации. Не указывайте в социальных сетях свое настоящее имя. Старайтесь использовать псевдоним, желательно без указания пола, так как любая информация может использоваться киберсталкерами и вообще, скажем так, нехорошими людьми. Не указывайте в профиле социальной сети свою дату рождения и другие данные, если эти поля не обязательны для заполнения. Если же они обязательны, вы можете указать в чем-то и вымышленные данные. Добавляйте в друзья только тех, с кем вы знакомы лично. Включите возможность получать запросы на добавление в список контактов только от друзей и ваших друзей. Отключите функцию геолокации. Желательно также отключать GPS на смартфоне, если вы им не пользуетесь. И вообще любые меры предосторожности будут не лишними. Ну, видимо, это основные меры предосторожности. Огромное спасибо. Опять же напомню, что если в ходе обсуждения появятся еще какие-то советы участников круглого стола, то обязательно их озвучивайте. Ну а тем, кто смотрит нас сейчас на YouTube, хочу напомнить, что в комментариях вы можете оставлять свои вопросы, и наши эксперты постараются на них дать самый развернутый ответ. Но сейчас хотел бы обратиться, Мария Николаевна, к вам. Это Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи «Психология». Вот в начале обсуждения мы посмотрели ролик, где были перечислены признаки того, что ребенок подвергается киберсталкингу. Все ли там указано или, на ваш взгляд, что-то мы упустили? Ну и вообще ваше видение, как определить, что ребенок вот в такой нехорошей ситуации? Добрый день всем участникам круглого стола. Ну, мы непосредственно работаем с жертвами насилия, то есть эмоционального, сексуального, физического и так далее. И да, вот перечислили, но также зависит от ребенка, то есть от характера ребенка, от темперамента. Некоторые могут закрыться, да, то есть быть подавленными, а некоторые вот на это не обращают внимания. Да, то есть большинство случаев испытывают страх, ну, в большинстве случаев, тревожность, стыд, злость, может быть, выглядеть расстроенным, встревоженным, подавленным. Но если это видит родитель, надо доверительное общение. Важно доверительное общение, чтобы ребенок раскрылся, рассказал, что случилось. Но это доверительное отношение не у всех есть, к сожалению, в семье. И важно с детства приучать быть другом своему ребенку, чтобы он в таких случаях рассказывал сразу своим родителям или своим опекунам. Ну вот из вашей практики скажите, ну вот грубо говоря, из 10 жертв обращаются за помощью сколько? Половина. То есть половина молчит, держит все в себе, и эта проблема нарастает как снежный ком, и потом может вылиться вплоть до самоубийства, может быть, даже. Да? Некоторые закрываются и могут раскрыться только в взрослом осознанном состоянии, там в 30-20. Некоторые могут жить с этим до конца своей жизни. Людмила Руслановна, вопрос теперь, наверное, вам. Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи «Психология». Что делать? Тоже в ролике были перечислены некоторые шаги, может быть, что-то есть еще? В ролике было, да, самый важный шаг, мы сказали, это игнорирование, попытаться договориться, чтобы удалили материалы, да, в случае неудаления и продолжения киберсталкинга мы обращаемся в полицию, да, в суд, Роскомнадзор и так далее, другие инстанции. От себя хотелось бы добавить, да, недавно у нас проводился социологический опрос, где выявилось, что вот 65% детей наших республики, да,
у родителей родители не имеют доступа к гаджетам, к телефону, и вообще они не мониторят, получается, за сетью и сколько времени проводит ребенок. То есть, да, о чем это может говорить? Возможно, это говорит о нарушении вот в семейной системе, да, во взаимоотношениях с родителями. Также стоит учесть, конечно же, подростковые особенности, когда авторитет родителя снижается, когда появляется чувство взрослости и нету того доверия, которое было раньше, да. Если родителю сложно, если ребенок не идет на контакт, куда мы обращаемся, да, не забываем про системность, про взаимодействие и систему ребенок, родитель и педагог, да, все-таки образовательная организация – это второй дом ребенка, да, все-таки. И родитель может обратиться к классному руководителю, к школьному психологу, да. Помимо этого у нас есть психологические центры. Наш центр оказывает услуги, консультации, проводит работу по данному направлению не только вот по киберсталкингу и вообще по профилактике всех социально негативных явлений в обществе. И наш телефон 507-112, да, можете обратиться к нам. А также не забываем про детский телефон доверия, да, 8-800-2122, видео было. И все, на самом-то деле, данные контактные номера, они доступны на всех сайтах образовательных организаций, да. Просветительская работа, она проводится, мне кажется, достаточно широко. И в конце хотелось бы сказать, да, вообще не стоит недооценивать вот проблемы детей, да, что для взрослого как бы является пустяком, на самом-то деле для ребенка это может обернуться целой катастрофой, да. И ребенок должен быть уверен в том, что в любую секунду родитель, да, ему протянет руку помощи, он должен быть уверен, что родитель не раскритикует его, выслушает, несмотря ни на что, и обеспечит ему эту безопасность. Ну и практический совет родителям, как все-таки этого добиться? Что делать родителям? Возможно, сказывается это все-таки по большей части нехватка времени, да, когда родителям нету времени мониторить, за всем этим следить. Это и дети вот уходят, мы сказали, в интернет-пространство, да. На самом-то деле, это доверительные отношения, они всегда зарождаются, это вот ценности, семейные традиции, они зарождаются еще в семье, они с детства. И если есть доверительные отношения, в принципе, если ребенок открытый, он должен проговаривать. А если, конечно, вот сложности какие-то есть, мы обращаемся к специалистам. Большое спасибо. Еще вернемся мы к практическим каким-то советам. Я приглашаю родительский совет города Якутска к нам присоединиться. Помогает Анна Валерьевна. По этой проблеме какие шаги, какие вопросы, какие мероприятия предпринимаются родительским советом? Добрый день, дорогие коллеги, родители, друзья, ну и, конечно же, дети. Я имею честь представлять родительский совет города Якутска под председательством очень мудрой женщины Туяры Валерьевны Колесовой. Вы знаете, как сказал предыдущий спикер, мы это поняли, что связка ребенок, родитель, педагог – это основа. Об этом говорили еще нас учили, когда мы учились в педагогическом колледже. Но, к сожалению или к радости, мир сегодня меняется. А следовательно, меняются и требования. И мы сегодня говорим о том, что родитель должен, государство должно, ребенок должен. Мы просто запугиваем, так ведь? И многие, к сожалению, живут в страхе. Наши милые мамочки, они вынуждены не заниматься детьми порой, а работать,
Так ведь? Посмотрите, сколько у нас милых дам здесь. Простите, я женщина. Мне можно. Сегодня женщина несет очень большую функцию. Она и мать, она и госслужащий, она и индивидуальный предприниматель. Здорово? Возможно. А наши дети, мы говорим, нужно их обезопасить. А вы спросили, что нужно? Мы спросили, родители, мы, матери, спросили, что ты хочешь. Почему ты это хочешь? Мы не спросили. Мы учли, что ты должен. Так нас учили, но извините, сегодня 2021 год. Наверное, это был 93-й, когда там у нас, в общем, не стало октября. Тогда можно было требовать, мы все за знамя, да, и прочее. Сегодня другой век, цифровой. И я бы сказала, киберсталкинг, что это такое? Ведь среди нас, да, мы все здесь умные, продвинутые, мы... Ну, кто-то склоняет верно, кто-то неверно, да, но что такое толкинг, говорить? Я говорю о кибератаке, я говорю об атаке, так ведь? Не нужно запугивать, нужно разговаривать. И прежде всего нужно стать другом. Не должно, а нужно. Ведь все мы заинтересованы, чтобы наши дети были счастливы, чтобы семьи наши были счастливы, и чтобы минимизировать стресс. От чего мы все запуганы? На сегодняшний день, к сожалению, не очень здоровая ситуация у нас в городе Якутске, да и по стране в целом. Может быть, к сожалению, а может быть и к радости. Подмена понятий, так ведь существует. Кому-то можно, кому-то нельзя. У меня сегодня, не буду говорить, но не везде мерили температуру. А может быть, у меня бред. А может быть, мне помощь нужна всем. И пока мы с вами не сможем стать другом своему ребенку, не спросим, чего же ты хочешь, милый мой ребенок, и это не в 11 лет происходит. Это происходит, пожалуй, когда женщина ходит беременной. Какую музыку она слушает, о чем она думает. Так ведь? С какими мыслями она носит этого ребенка. Давайте подумаем. Ведь недаром у нас в основном документе Российской Федерации сказано, что семья – это основной ресурс. Правильно? Человек, он мыслящий. Он ни в коем случае не животное. Давайте спрашивать своих детей, чего они хотят. И интернет это не страшно, это не страшно. Вы знаете, приходится работать и в Инстаграм, и в Телеграм, и еще в какой-то канал Нал-Нал, да? Это просто стресс. Это ненормально. Наши дети-подростки, они любят ТикТок, и это весело. Я тоже люблю безумно Инстаграм, и это неплохо. И я, может быть, скажу что-то нестандартное, но у меня так думает мозг. Возможно, вы будете вправе осудить меня, это ваш выбор, я не в силах вас переубеждать. Давайте меньше говорить о том, что надо, и спрашивать, чего ты хочешь, как я могу тебе помочь. У меня все. Спасибо. Анна Валерьевна, огромное спасибо за столь эмоциональный комментарий. Мы еще вернемся и к вам, опять же, к практической части, что делать, когда будем резюмировать сегодняшнее мероприятие. Но сейчас хотел бы обратиться с большим удовольствием к нашему блогеру Сусанна Рожина. Привет. Ну, помимо блогера, я знаю, что ты еще и замечательная мама 3 чудесных детей. Скажи, ну, ни для кого не секрет, что с киберсталкингом ты сталкиваешься крайне регулярно, по поводу и без. Как ты это переносишь, какие советы ты можешь дать, ну, блогерам в том числе, нашим зрителям, нашим родителям, детям, может быть, которые посмотрят наш прямой эфир. И из практики, не было ли случаев киберсталкинга в отношении твоих детей или, ну, в отношении там друзей твоих детей, и как из этой ситуации вы выходили? Спасибо большое, Иван. Я, кстати, абсолютно согласна с Анной Валерьевной, да. Очень важно все-таки иметь доверительные отношения со своими детьми. Слава богу, да, я совмещаю в себе очень много, наверное, я и предприниматель, я и блогер, я и журналист, я и мама 3 детей, я и жена, и мать, и дочь, и сестра.
И при этом, да, как Анна Валерьевна сказала, надо везде все успевать, но при этом мне очень гармонично удается все это сохранять и приумножать, и благо у меня с моими детьми замечательные доверительные отношения, у нас в семье никогда не возникало каких-либо проблем, но готовясь к данному круглому столу, я все-таки села и поговорила со своим старшим сыном, которому скоро будет 16 лет, он учится в 10 классе, я пообщалась с его друзьями, узнала, были ли у них случаи киберсталкинга, кибербуллинга и как он вообще относится к этой теме. Помимо этого, мы постоянно с ним разговариваем на такие вот темы острые, которые сейчас обсуждают в сети. Мы с ними про дворец Путина разговаривали, да, на политические темы, и на то, что происходило в Казани, мне было очень интересно знать, какое у него отношение к тому, что произошло, как он это видит, правильно это было, неправильно. То есть мы с ним просто сидим и разговариваем, ну не только с ним, но и с дочерями, да, и так как они еще маленькие, с ними разговаривать, допустим, с 6-летним ребенком про то, что произошло в Казани, наверное, неуместно, поэтому как бы каждому свой индивидуальный подход. Каждая мама знает подход к своему ребенку, она знает, как она прямо чувствует, вот как Анна Валерьевна сказала, прямо с утробы ты чувствуешь своего ребенка, и я до сих пор чувствую своего ребенка. Допустим, психологи сказали то, что необходимо видеть изменения в его поведении. Да, если какие-то происходят, допустим, нынче мы перешли в другую школу, и я видела то, что в течение сентября у ребенка происходили изменения в поведении, он как бы стал более раздражительным, допустим. Для того, чтобы снять эту тревожность, я поговорила с учителем, с классным руководителем, мы сходили к психологу школьному, сказали, вот у ребенка идет адаптация, давайте мы как бы его больше нагрузим общественной нагрузкой, потому что как бы он человек ответственный и может принять на себя какие-либо обязательства. Вот, то есть родители должны знать подход, да, если говорить про то, как необходимо сглаживать стрессовые ситуации. Но готовясь как раз-таки к этому круглому столу, да, кибербуллингом из окружения моего сына, из подростков, которым от 14 до 16 лет, 70% да, подвергались кибербуллингу в возрасте в классе 7-8. То есть их буллили, но это было именно во время каких-либо компьютерных игр. Сейчас, когда я у них спрашивала, а вы сейчас готовы к этому кибербуллингу, они мне, знаете, что отвечают? Да мы сами сейчас кого хотим забулим. То есть у них на самом деле интернет, он, как бы, знаете, я сама очень давно работаю в интернете, в социальных сетях, и я прекрасно знаю, что такое кибербуллинг, что такое в целом буллинг, когда тебя хейтят, как на это реагировать. Да, правы те психологи, которые говорят о том, что не надо обращать на это внимание, потому что хейтеру нужно что? Твое внимание, твоя энергия, чтобы ты отреагировал, чтобы была какая-то эмоция, вывести тебя из равновесия. Да, мне было очень сложно. Первый раз, когда я подверглась к такому огромному буллингу, у меня был стресс, и при этом этот день совпал как раз-таки с днем рождения моего сына, и я прямо во время празднования я не могла сдержать эмоций. Я прямо, когда говорила тост в честь дня рождения, я прямо разрыдалась, и я не могла сдержать своих эмоций, потому что для меня в мой очень такой значимый день, для меня, когда я впервые стала матерью, и у меня сыну исполнялось 14 лет, когда он стал уже дееспособным человеком, на меня происходит такая мощная массированная атака в социальных сетях, и мне было очень тяжело на самом деле. Но потом я, естественно же, научилась не обращать на это внимания. Мой муж очень тоже сильно стрессовал по поводу того, когда он, допустим, читает в социальных сетях, там, в пабликах. Да, ладно, давайте не будем говорить, какие там комментарии обычно пишут. Для мужского самолюбия это, конечно, очень сильный удар. И мы постоянно с ним поначалу разговаривали на эту тему, я тоже говорила, да господи, не заходи ты на этот Джокер, не читай, что там пишут про меня, вообще забудь. И слава богу, сейчас никто в моей семье не реагирует на подобные выходки инстаграмных
либо каких-нибудь других хейтеров. Допустим, когда я нынче участвовала на праймерис, я в первую очередь готовила не сколько себя к участию в праймерис, а свою семью. Я их всех собрала и сказала: ребята, будьте готовы к тому, что на нас польется куча говна в социальных сетях, в интернете, везде, говорю, будут обсуждать, вытащут все, говорю, могут там сделать на фотошопе меня голую, крутить там ролик. Я говорю, пожалуйста, не обращайте на это внимание. То есть в первую очередь я подготовила свою семью к тому, чтобы они были готовы к этой атаке. И благо сейчас моя семья, как бы, я считаю, защищена в этом плане. Но я не согласна с теми практическими советами, которые даются по поводу того, что отключить GPS на смартфоне, там, да, не показывать в социальных сетях там, свои данные. На самом деле GPS, вот у нас как в семье устроено, я скажу чисто практически. У нас в семье муж видит полностью, кто сколько сидит, в каких социальных сетях, в каких приложениях, прямо по времени. То есть у него есть это предложение, и он может каждого ребенка отследить, сколько он провел время, в какой сети, что он делал, и он может регулировать время. У нас, допустим, время сидения в сети сейчас от 5 до 8 вечера. 5 часов вечера включается интернет-доступ и до 8 вечера. После 8 у нас ужин и подготовка ко сну. До 5 они приходят со школы, они все учатся с первой смены, они приходят со школы, кто-то идет после обеда на кружки, кто-то занимается дома, делает уроки, и только после того, как уже все дома, они имеют право посидеть в интернете. У нас так. И полностью регулируется. По поводу того, что GPS, очень удобно видеть, где находится ребенок. Допустим, родительский контроль. У нас у всех есть приложение, и мы можем прямо до метра видеть, где находится наш ребенок. С одной стороны, это хорошо, но при этом, естественно же, никто не говорит, там, что там необходимо высвечивать свои персональные данные, они как раз-таки защищаются. И если говорить о социальных сетях, то тот же самый Инстаграм, он в последние годы очень сильно ужесточил свои правила по персональным данным. Я 2 раза по жалобе пользователи сети удаляли мои страницы в социальных сетях. Я сама знаю, что это такое потерять страницу с многотысячной аудиторией, как это больно и тяжело заново восстанавливать и набирать подписчиков, сколько на это приходится затрачивать времени, энергии, сил, но это еще и хорошо, потому что это значит безопасность. Интернет сейчас становится более безопасным. И если говорить про Инстаграм, то там есть такая кнопочка, как нажаловаться, пожаловаться, там то, что в отношении этот, допустим, паблик или этот человек создает тот контент, который не нужен. Поэтому безопасность в сети интернет, она сейчас с каждым годом ужесточается, и это и есть хорошо. И при этом, когда я разговаривала с теми же самыми подростками, они прекрасно знают, что такое Darknet, что там можно все прекрасно приобрести, начиная там от наркотиков, заканчивая чем-то более еще серьезным, да. И, кстати, очень много к ним, оказывается, поступает предложений по закладкам, да, это вообще в легком доступе. Но благо еще оборотная сторона есть того, что они осведомлены, они знают, что это плохо, и я их, естественно, попросила, что если у вас есть данные подобных людей, которые ищут кладменов, чтобы они мне предоставили, чтобы я потом передала это в правоохранительные органы. Большое спасибо. Вопрос еще к тебе будет. Подожди, сейчас бы я хотел обратиться к психологам. Вот несколько раз мы услышали мнение, что главное доверительные отношения, да, в семье. Но вот мы сейчас послушали Сусанну, родительский контроль строжайший, все по расписанию. Вот нет ли здесь вот этого когнитивного диссонанса, когда с одной стороны мы требуем у ребенка, не требуем, хотим, вернее, чтобы ребенок понимал, что идет абсолютное доверие, и с другой стороны тут же ставим его вот в такую ситуацию, что мы знаем, где ты, а в интернете ты будешь сидеть от сих до сих. Где здесь золотая середина? На самом-то деле это, скорее всего, про подростков, да. Мы должны понимать, что это уже практически взрослый человек. Минус в том, что на самом-то деле это физиологические особенности тоже присутствуют здесь.
Мы говорим конкретно про мозг, да, когда некоторые части мозга, лобные части, отвечающие за контроль, они еще до конца не сформировались. То есть это у каждого развивается индивидуально, да, до 25 лет. И некоторые части, вот, которые отвечают за эмоции, да, когда вот плюс это вот подростковый возраст, вы знаете все, когда это вот экспрессивность, импульсивность, эмоции, да, и вот несоответствие в развитии, да, из-за этого происходят непонятки, да, путаница в голове у ребенка. И важно помнить, да, что ребенок только начинает проживать жизнь, он неопытен, да, и задача родителя дать какую-то ответственность вот на ребенка переложить, да, все-таки, но ему надо объяснить, а потом все-таки решение за ним. О последствиях, да, они никогда не думают о последствиях, причинно-следственной связи у них нету. И поэтому мы должны объяснять, да, в какой-то ситуации, например, могут быть такие последствия, это будет так-то, так-то, да, делиться своим опытом и так далее. Дополню? Да, конечно. А как раз-таки, когда у ребенка есть четкие границы, то, что он может прийти домой и сделать все, распорядок дня. Почему всегда говорят, важен режим дня, распорядок. Это определенность, это не хаотично. Он, допустим, не сидит дома и не говорит, что мне сейчас делать. У него все расписано, и он как бы знает, чем себя занять, когда, допустим, когда у него были плохие оценки по четверти и тройки, мы на месяц лишили его доступа к играм, пока он не исправит все свои ошибки. То есть мы с ним сели, поговорили, вот твои итоговые оценки. Дорогой, извини меня, это что вообще такое? Так, давай-ка исправляй. Исправишь? Я увижу у тебя в электронном дневнике то, что учитель тебе исправил. Ты получишь доступ к своим играм. Все. Это просто четкие границы поведения. Ну вот здесь опять же получается, что в начале обсуждения прозвучало мнение, что очень большое количество, ну, скажем так, нехороших событий в интернете происходит от того, что у детей очень много свободного времени, которое они не хотят тратить на самообразование, на улучшение каких-то своих оценок. А вот в случае с Сусаниной семьей здесь все вот этот вопрос и снят. Иван, я прошу прощения, можно дополнить? Коллеги, а вы не заметили, что здесь у нас сегодня состоялся буллинг? Иван, вы меня обвинили в эмоциональности или мне показалось? Это комплимент был. Спасибо, я так и поняла. На самом деле, да, действительно, мамы, я восхищена речью Сусанны. Я сама следила за, можно, если так сказать, за вашим становлением как блогера. И вы большая умница. И вами гордится не только доброе население женщин, но и мужчины на вас заглядываются в хорошем смысле этого слова. Так вот, коллеги, что же я хотела сказать, да? Когда вот сейчас у нас локдаун, да, происходит, и на подростков можно разговаривать их же словами, да. Если моя 16-летняя дочь оставляет за собой бардак в комнате, я ей объявляю локдаун в качестве лишения карманных расходов. То есть это очень действует. Мы не можем быть вне политики, да, вне политики. Политика — это уже семья. И я сейчас вас ни к чему не призываю, не надо, не надо. Я просто вам говорю, что все начинается с семьи еще раз. Спасибо, и спасибо, Иван, за прекрасный комплимент. Да, я женщина, я имею право быть эмоциональной. И никто это право у вас забирать не собирается, я вам гарантирую. Ну, я свои 5 копеек вставлю. Вот было озвучено, что... Ну, на своем примере тоже 5 копеек свои вставлю. Когда я только начинал там первые месяцы проживать в роли отца молодого, когда у меня ребенок начал говорить, там вот это прекрасное время, вообще прекрасное время, ну, все мы сталкивались с тем, что дети: папа, хочу это, папа, мама, хочу это, папа, дай то, папа, дай сё. И один мой очень хороший друг, уже, скажем так, отец с опытом, сказал: Вань, никогда не говори просто так «нет». Скажи «нет» и объясни, почему. И оно сработало вообще на 100%, поэтому вот. Сусанна, хочу вернуться к разговору с тобой. На одном из прошлых круглых столов, когда мы тоже обсуждали тему кибербезопасности и защиты детей,
Была очень хорошая идея у нас привлечь все-таки блогерское сообщество. Я знаю, что вы тесно очень с собой все общаетесь. И поэтому, может быть, начнем с тебя, что вот эту тему, которую мы сейчас обсудили, и выводы, которые мы примем, ты обязательно озвучишь в своих социальных сетях, на своих персональных страницах, даже можно ролик вот этот переделанный запустить, и, соответственно, блогеров подключить. Потому что я к чему веду, тоже мы регулярно приходим к тому, что очень много проблем от отсутствия информации у конечного потребителя, у ребенка, у родителя. И, может быть, на твоем примере, как можно растиражировать вот эти какие-то советы, которые можно донести. Советы психологов, советы блогеров, советы молодых родителей. Может быть, это, вот как, на твой взгляд, вот что сделать, чтобы конечного потребителя этих советов было больше? Да, вот как раз-таки в самом начале, Иван, ты сказал, что если есть какие-то замечания либо предложения по ролику, то их озвучивать. Вот как раз-таки спасибо. Я посмотрела, знаете, мне как блогеру и человеку, который видит мир образами, он слишком холодный. Вот я как блогер, я знаю, что если я сейчас его запущу, то там просмотров будет не так много. И он не возымеет того эффекта, который мы хотим. Поэтому мое предложение следующее. Я считаю, что необходимо переснять данный ролик, то есть без вот этой вот озвучки, сделать его более живым и социальным. То есть на примере какого-то определенного ребенка, который подвергся буллингу, снять короткометражный фильм, там, хронометраж, если говорим о социальных сетях, люди сейчас стали думать, и они смотрят там до минуты, больше 1 минуты видео, это для них уже, вот так вот, да, это я вам как блогер говорю, поэтому необходимо переснять ролик именно с позиции ребенка, подвергшегося буллингу, и донести это до населения. По крайней мере, я вижу это вот так вот. По крайней мере, это мое мнение. И, соответственно, в ролике озвучить, куда обращаться в случае, и на что обратить внимание родителям. То есть вот это все, мысль понятна. Прошу прощения, Да, могу ли я дополнить? Конечно. Ни в коем случае никого не хочу перебивать. Не подумайте, что я неэтична, некорректна. Но вы так и не подумали. Я хочу озвучить некоторые строки. Мы родители. Это звучит гордо. Мы родители, а это значит только вся моя семья – любовь, пока в жилах течет кровь. О чем это? Мы не должны забывать свои корни, свою культуру, понимаете? И когда мы будем учить своих детей, кто мы, откуда мы, ведь это очень важно помнить, кто твой дед, воевал он где. Это очень важно знать вообще, ведь мне вообще кажется, что люди, попавшие в войну, независимо, участвовали они в боевых действиях, либо же они обеспечивали тыл, да? Либо это дети, которые лишены детства. Это же страшно, мы должны об этом знать и помнить. Простите меня за мою многословность, так это, кажется, называется. Вы выравниваете эмоциональный фон нашей встречи. Спасибо за это. Хотелось бы обратиться сейчас к представителям силовых структур. Все-таки вот эта пресловутая анонимность в интернете, да, которая, может быть, подталкивает, может быть, не со зла, может быть, со зла кого-то к неправомерным действиям, тот же кибербуллинг, киберсталкинг, или даже, может быть, призыв к совершению преступлений, или даже, как те же пресловутые закладчики, наказание. Какое наказание может получить киберсталкер за травлю другого человека в сети, за шантаж этого человека в сети? Вот если какие-то есть мысли по этому поводу, потому что вроде как неотвратность наказания, она в том числе может остановить человека. По-видимому, ко мне, да? Насколько я поняла из нашей практики, вообще в целом скажу, что органы прокуратуры не осуществляют надзор за гражданами, поэтому это вопрос больше к полиции, да? Но из выступлений я поняла, что у нас, так скажем, таких обращений-то, по всей видимости, не было, да, чтобы именно жаловались на киберсталкинг. У нас были интернет-преступления немножко другого характера, правильно понимаю, да?
Да, но я вам до глубины души признательна, что мы в очередной раз республика, можно сказать, впереди планеты всей, поскольку мы как бы занимаемся профилактикой этого ужасного явления, вот еще когда оно в зачаточном состоянии, да, когда, так скажем, в республике еще не пошел вал таких, так скажем, правонарушений, да, но, как вот говорят присутствующие здесь, по факту-то они имеют место, да, но, значит, люди еще не обращаются с такими заявлениями в правоохранительные органы. Честно скажу, что, скорее всего, квалификация здесь будет усложнена. Все будет зависеть от того, какие конкретные действия были произведены вот этим вот правонарушителем, что конкретно им было сделано. Но думаю, что все-таки нужно заверить население, что, безусловно, такие действия не должны оставаться без внимания, в том числе правоохранительных органов. Вот, поскольку любое последствие, которое, значит, понес ребенок, да, негативное последствие, да, оно должно влечь за собой ответственность этого правонарушителя. Вот. Не посмею просто вот критиковать ролик. Почему? Потому что, готовясь тоже к сегодняшней встрече, зашла в интернет, набрала вот в Ютубе киберсталкинг. Это единственное, что вышло. Ваш ролик, который размещен 3 дня назад, по-моему, да, это единственное, что вышло. И я до глубины души признательна, что в республике есть и организации, и люди, которые посвящают внимание этому вопросу, профилактике. Это потрясающе, это здорово, что мы занимаемся профилактикой вот на этой стадии и говорим людям. Мы ведь сами с вами росли в советский период, да, и мы ведь тоже с этим сталкивались. Пусть вот и был не кибер, да, сталкинг, но какие-то проявления это были, да, и мы ведь были абсолютно не защищены. Хорошо, когда у нас были братья и сестры, которые могли за нас вступиться, да, родители и так далее, но по большей этой части подростки не были защищены от этого, а сейчас, когда это такие масштабы приобретает кибер, конечно, этому нужно уделять внимание и обязательно нужно оказывать людям помощь. Какие у меня есть пожелания, да? Я прямо вот готова, если все-таки будет, значит, какая-то еще одна версия, я очень прошу нас привлечь к участию. Я бы хотела тоже предложить свою версию текстового этого ролика, да? Мы тоже обязательно посмотрим с точки зрения вопросов ответственности, потому что у этой медали ведь 2 стороны. С одной стороны пострадавшие, а с другой ведь стороны та категория подростков, которые допускают такие правонарушения, да, они ведь тоже должны быть заранее информированы о том, какую ответственность они за это понесут, да, и их родители, какую ответственность за это понесут, да, за их ненадлежащее воспитание. Вот. Это тоже, на мой взгляд, действенная мера, которая могла бы как-то профилактировать такие факты. Вот. И хотелось бы, ну вот, да, я уже сказала, что готова предложить свой вариант текста. Ну, как бы немножко мы бы постарались его упорядочить, да, и хотела вас спросить, принимал ли участие психологи в подготовке этого ролика? Да, принимали участие, да, ну, это вообще очень здорово. Вот, ну, пока все. Огромное спасибо, действительно очень такие предложения серьезные и хорошие. И вот у меня в ходе обсуждения возник вопрос, вот когда вы сказали, что обращений вроде как бы не было по этому поводу, да, еще в органы внутренних дел, к психологам, вот когда сталкиваетесь, ну, говорите, консультации даете, все-таки люди к вам приходят, 5 из 10 примерно, вы говорите, половина обращается. У вас есть какое-то взаимодействие с органами внутренних дел, или там случаи не настолько серьезные, чтобы стоило привлекать полицию? То есть какое-то взаимодействие происходит в этом случае, или пока все это вот мобильная сглаживается? кризисная служба вот непосредственно с такими жертвами насилия работает. То есть к нам отправляют от Следственного комитета, то есть вот произошел факт, то есть развратные действия сексуального характера по социальным сетям, да, но вот эмоциональное насилие это трудно доказуемо, поэтому кибербуллинг это эмоциональное насилие, но таких запросов не было. Вот, не возбуждено такого дела на мою память. Огромное спасибо. Добавить, да? Да, конечно. Ага, безусловно, конечно, в уголовном законодательстве есть статьи, да, которые, это статья 150, 151, это вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, а также вовлечение в преступную деятельность, также ответственность за
преступления против половой неприкосновенности детей, да, в этом году у нас было 12 преступлений, да, вот по которым граждане понесли наказание за вовлечение детей, вот, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, именно через использование сети интернет. И насколько я помню, по-моему, у нас в республике таких случаев не было, но на просторах Российской Федерации удалось найти и привлечь к ответственности лиц, организаторов и кураторов пресловутой игры «Синий кит», когда детей доводили до самоубийства. Да? Да. Ну вот я еще вот хотела, вот, обращаясь к родителям, да, что все мы родители, да, у каждого у нас свои методы, да, эти воспитания своих детей, традиции семейные. Ну, когда ребенка мы ставим жесткие рамки, да, за нарушение каких-то, за совершение правонарушений, преступлений, лишаем их самого дорогого, да, это гаджеты. В семье возникают конфликтные ситуации, да, когда дети уходят из дома, да. Есть даже факты, когда были попытки суицидальные среди детей, да, когда вот именно родители забирали у них вот эти вот самые дорогие, я вам скажу, гаджеты, потому что общение детей у нас сейчас на сегодняшний день это вот телефон, сеть интернета. Ой, да, правильно сказали, что дети сейчас живут в цифровом мире. Да, Сусанна, прошу. Но это же неправильно, с одной стороны, то, что телефон, какая-то железяка становится самым ценным и самым дорогим, что ради него они должны лишаться жизни. Это уже неправильные звонки, что ребенок настолько зависим от гаджета, что готов покончить жизнь самоубийством. Такого быть не должно. У меня, допустим, дети, и хоть у любого сейчас, в любой момент подойди, забери телефон, они спокойно отдадут, и никто там не будет ни истерить, ничего. Поэтому это на самом деле большое упущение родителей, то, что их дети настолько зависимы от гаджетов, что они готовы расстаться с жизнью из-за какой-то груды железа. Простите, можно дополнить? Конечно, Именно как родительская общественность. Наши родители тесно сотрудничают со школами, это прямой диалог, то есть мы всегда спрашиваем, как мы можем помочь и что нам с этим делать, да? То есть использование мозгового штурма или прямого диалога. Да, неважно на самом деле, это кибербуллинг, просто буллинг или это травля, да? Раньше так это называлось по-русски, насколько я знаю. И ребенок, испытывающий давление, без разницы, либо он поменял школу, либо класс, он испытывает стресс, и вроде бы как это нормально, да, то есть это идет социализация, становление личности. Если же более какие-то сложные проблемы у ребенка, то мы говорим, обращайтесь к школьному психологу, да? Но вы знаете, ребенок, который обращается напрямую к хорошему школьному психологу, он получает буллинг. Это ненормально в наши дни иметь психолога. Вроде бы как нормально и вроде бы как ненормально. Двойные стандарты, понимаете, о чем я? Поэтому, Иван, простите, я закончу свою мысль, боюсь, что вы меня перебьете. Нужно должное внимание уделять именно соцпедагогу. Это тот маг и волшебник, это тот мост между ребенком, родителем, школой и вообще в целом обществом. Спасибо большое. Анна Валерьевна, никто вас перебивать не собирается, наоборот, говорите как можно больше, потому что вы говорите очень интересные вещи. Можно тогда предложение? Если Конечно. будет новый соцролик, я готова его озвучить, если вам угодно. Я просто могу, умею. Это вот вопросы к нашим окончательным, скажем так, изготовителям роликов. Так, еще какие предложения? Прокуратура свое предложение высказала. Психологи, ваши предложения, пожелания по поводу сегодняшнего мероприятия, в том числе по ролику. Чаще собираться, выпустить наглядные какие-то пособия. Хотелось бы добавить, да. Статистика такая, что вообще вот про то исследование я говорю, да, которое мы проводили. Там был такой вопрос открытый, где дети отвечали, чем они занимаются вот в свободное время. И там были такие занятия, скажем, пассивные.
где вот я лежу, читаю, смотрю, играю в компьютере, да, то есть ничего активного. На самом последнем месте там одно слово стояло — спорт. Все. И все пассивное занятие. Помимо этого они ничем не занимаются. У них время от 4 до 6, большинство детей вот времени свободно. Ну, ничем не занимаются они практически. Возможно, это сказывается, да, пандемия, да, когда дети сидят на дистанционке, да, когда они помимо этого не ходят в школу, не занимаются, да. Ну, вообще, да. Это тоже больно. Вообще сложно, конечно, и, по-моему, помимо школы ребенок должен чем-то заниматься, да. Что такое подростковый возраст, да, когда ребенок ищет место в социуме, да, и где он успешен, и что ему интересно, да. И вот эта подростковость, эти социальные сети, да, очень опасно, они вот в социально-негативные явления спокойно могут завлечься. И очень важно взрослым, да, организовать вот эту, помимо школы, занятия, да, интересы, развивать ребенка творчески. Этого сейчас нет. Родители заняты и все как бы. А почему-то ответственность всегда на школу, к тому же всегда виновата школа, что не наглядели и так далее, все такое. И повышать, конечно, родительскую ответственность. Все-таки родитель — это вот первый человек, который ответственен за своего ребенка. Большое спасибо. Я вот сейчас, пока у меня мысль не убежала, я хочу... Я тоже хочу добавить. Без проблем. По поводу роликов, может быть, вот как Сусанна предложила переснять вообще в игровой форме, именно ролик про травлю. И, может быть, в рамках этого же мероприятия снять какие-то ролики, пропагандирующие спорт, здоровый образ жизни, то есть где будут наглядно показаны родители, дети, проводящие время вместе, там, что-то делающие вместе, увлеченные. Ну вот что-то может быть такое, я не знаю, как бы это вот С другой стороны, родители тоже сами, наверное, виноваты, потому что родители тоже, они очень завлечены в интернете, да, они сами сидят в телефонах, дети тоже, конечно, а дети видя это зеркало, все это, конечно, все. Зеркало родителей. Вот хотели добавить еще, да? Вот круглый стол очень нужен, важен, очень было интересно. И хотелось бы вот воспитание, образование и родителей, и детей, половое воспитание обязательно в школе, да, то есть вот как сказал Инар, то есть обучить, как вести себя в интернете, как вести себя в обществе, как вести себя везде, да, то есть как вести себя, знать свое дело, что допускать, что не допускать. Это тоже очень важно. Спасибо. Инар Евгеньевич, тоже ваш комментарий. Спасибо всем за очень интересную дискуссию. Я бы не в плане спора и дискуссии с Сусанной просто хотел... Те вот, которые правила я озвучивал, это же основные правила, они как бы универсальны. И для кого-то какое-то из этих правил применимо, для кого-то нет. То есть каждый человек, ну особенно родитель для своих детей, мы же сейчас про это говорим, да, какое-то правило может применять, какое-то нет. То есть это на усмотрение. В качестве ролика, в качестве предложения я хочу не критики, мне очень ролик понравился. Если не то, чтобы его переснимать, давайте, может, мы, как модно сейчас говорить, снимем разные версии, версию Light. Эта версия будет распространяться где-то в одних местах, а версия, которая будет короче и легче для восприятия, в других местах. Ну, вот так вот. Можно добавить, да? Да, конечно, конечно. Именно этот ролик можно запустить на сайт образовательных учреждений и на сайт управления образований района, города, по республике. А вот именно снять фильмы, как предложила Сусанна Рожина, это надо сделать, но хочу отметить, что ролики по призыву здорового образа жизни
такие конкурсы у нас есть, имеются. Возможно, от них можно взять. И как раз доброй традицией было родительским комитетом ежегодно проводили мы конкурс социальных роликов именно по призыву здорового образа жизни. И есть именно федеральные проекты в виде ролики, которые именно вот призывают и не только против кибербуллинга, но и призывы здорового образа жизни. Возможно, эти тоже использовать, но я предлагаю вот этот именно ролик оставить, чтобы у нас спустить именно на сайт образовательных учреждений и предложить Министерству образования, чтобы они направили в районы. Поэтому фильмы можно снять. И хочу еще добавить и родителям, да, именно если вы заметили, что ваш ребенок подвержен кибербуллингу, да, одним из видов вот киберсталкинг получается, если вы это заметили, сохраните, главное, спокойствие. Должны быть самым спокойным и дать своему ребенку, дать понять, что вы именно справитесь именно с этим проблемой вместе, что нет такой проблемы, которую невозможно было не решить. Вот именно самое главное, именно сохранить спокойствие родителям и дать понять вот чувство уверенности ребенка, что это преодолимо. Вот именно самое главное. Хотелось бы добавить. И, как сказали представители родительской общественности, что является проводником не только в школах классный руководитель, да, это, естественно, социальный педагог, педагог-психолог, и в образовательных учреждениях имеются социально-психологические службы, где именно по программе жестокого обращения одним из пунктов именно является профилактика по кибербуллингу. В образовательном учреждении ежегодно, не даст соврать Оксана Будимировна, то, что с инспекторами ПДН осенью в октябре и весной именно проводятся сверки детей, которые состоят в ПДН, в КДН и в внутришкольном учете. И именно у нас, получается, могу немножко сказать по статистике, что у нас выявлено по убийственным проводам у нас 6, АУИ 1, Колумбайн 4, команда Навального 6 у нас детей. И «Хочу умереть один». И по каждому факту у нас, конечно, проводится работа с различными структурами, тесно работаем с МВД, с прокуратурой и также ФСБ. И у нас есть ведомственное учреждение, которое сейчас не озвучили, Центр психолога, медико, социального сопровождения, где именно полностью предлагается комплексное сопровождение именно детей, которые были подвержены к кибербуллингам. Есть летние тренинговые лагеря. Также проводятся консультации для родителей, все обучи для родителей, и также берется на учет именно те правонарушители, которые совершили в отношении несовершеннолетних именно киберсталкинг. Вот этих детей именно сопровождает социально-психологическое. Их сейчас внесены новые изменения в алгоритм постановки на учет, внутришкольный учет, и там есть именно пункт, который вот именно ставит детей по кибербуллингу. По образовательным учреждениям оно в форме отчета и в управлении образованием в нашем отделе имеется база данных всех этих детей, которые были подвержены и которые именно совершали противодеяния в отношении несовершеннолетних. И хочу добавить, да, 35, 50, 50, 35, 50, 50. Это именно городской телефон доверия, который у нас работает в Центре психолога социального сопровождения. Ну, большое спасибо. Этот номер, я так думаю, тоже нужно куда-нибудь в конечный вот продукт, можете. который мы будем представлять общественности, включить. Ирина Геннадьевна, вы еще просили слово, да? Да, по ролику хотела еще сказать, что вот у нас как бы граждане в последнее время, конечно, очень активные, очень развитые в информационном пространстве, да, знают все технические там совершенства, значит, новшества и так далее. Но есть ведь та категория граждан, которые, так скажем, в этом не очень осведомлены. И, на мой взгляд, для них вот ролик немножко тяжел для восприятия. И в новой версии я бы предложила на более понятном языке немножко это сказать, да, и более конкретные, как сказать, показать рекомендации. То есть вот там, где в ролике было, да,
как, допустим, можно обезопасить себя от этой ситуации, да, значит, прямо, может быть, даже в виде фотографии. Например, там речь идет о тревожной кнопке, да. Вот желательно прямо в качестве примера показать, а где вот эта тревожная кнопка там располагается, да. Вот, ну, на таких конкретных примерах, чтобы людям было более понятно, и тогда для них это будет более, ну, как сказать, проще понять и быстрее освоить и использовать, да. И еще я хотела обратить внимание на то обстоятельство, что вот мы действительно правильно говорим о необходимости, так скажем, правильного информационного воспитания своевременного детей, да, и было бы очень здорово, чтобы это постепенно входило в программу школьного образования, ведь информатика-то у них есть, да, но даются ли им там вот эти вот нюансы безопасности, это большой вопрос. И, ну, не знаю, к счастью или к сожалению, у Министерства образования Республики такая позиция, что у нас все хорошо, что проблемы где-то вот там, но вот у нас-то все с программой хорошо. А на самом деле у них ведь есть возможность, во-первых, есть региональный компонент, а во-вторых, есть возможность вносить предложения федерального органа образования, да, по совершенствованию, значит, образовательных стандартов, да, образовательной программы. И если бы, так скажем, ну, периодически наверняка такая информация уходит в Министерство образования Российской Федерации, да, сообщалось бы о необходимости подкорректировать, допустим, программу дисциплины информатика в сторону, допустим, освещения более детального вопросов безопасности, то мы бы уже заранее обеспечивали безопасность наших детей. Спасибо большое. Огромное спасибо. Сейчас хотелось бы обратиться к Алексею Красильникову. Очень много было пожеланий высказано по поводу ролика, которые уже есть и которые еще будут. Собственно, ваше мнение. Насчет видеоролика. Ну, наше мероприятие, цикл вот этот профилактика киберпреступлений, мы 2019 года ведем. Ну, особенно с прошлого года большой интерес направления по защите детей пошел, и мы как бы отдельный блок такой выделяем в нем, и отдельные серии видеороликов делаем. И у нас есть веб-сайт, вот infobes.saha.gov.ru. Это информационный ресурс правительства Якутии, Министерства инноваций, и мы как подвед ГБУ-РЦИТ его сопровождаем. На этом сайте, соответственно, мы вывешиваем наши видеоролики, плюс дополнительно их компонуем дополнительной сопроводительной информацией. Формат видеоролика, как вы поняли, он коротенький. Я так думаю, как раз Сусанна меня тут хорошо поймет, то, что он должен быть короткий, чтобы восприимчивый очень. То есть мы этот видеоролик вкидываем в соцсетях, рекламируем его, привлекая людей к этому вопросу, ну, интерес вызывая. Потом дальше, ну, ссылочка, люди по ней проходят. Есть видеоролик чуть побольше, он чуть дольше раскрытый, до 3 минут уже. А также есть куча вспомогательных материалов. Именно уже когда мы уходим из плоскости, да, это надо сделать, а вопрос уже, как это сделать, какую кнопку нажать, там есть подборка материалов информационных, как вот можно настроить домашний интернет, например, да, вот ограничение времени по срокам, либо какие услуги провайдеров есть на рынке, которые позволяют вот эти вот фильтры дополнительные включить. А что касается ролика, коллеги, я очень прошу его рекомендовать к распространению. Мы его, ну, уже и раньше, вот предыдущие ролики тоже передавали в школы. Школы его, соответственно, вместе с МВД, там, с другими организациями проводят родительские собрания, там, ну и, например, при проведении этих родительских собраний вначале включают ролик, ну там все вот как бы ввод идет, дальше обсуждение. Ну, вот для работы, для привлечения общественности к вопросу ролик используется. Еще раз скажу, он сжатый, это специально сделано. Да, вопросов в него можно все больше и больше, все больше телефонов туда добавлять, все больше тревожных кнопок, обращений, куда ссылок добавлять. Но мы сделали в таком виде, и вот сборка информации на нашем сайте ведется. Ну а все ссылки дальше очень просто делаются. Поэтому, коллеги, я прошу вас рекомендовать его к распространению. А что касается вот интересное предложение по съемке фильма, тут Сергей Николаевич, я думаю, скажет тоже, мы на самом деле что-то подобное планируем. Спасибо. Большое спасибо. Ну и давайте подытожим. Сергей Николаевич, слово вам. Что вы услышали и что будем делать дальше? Да, вот как Алексей Алексеевич сказал, на самом деле мы уже ведем съемку фильма, ну, то есть начинаем, сценарий уже пишется, и с вашими пожеланиями, наверное, будем, ну, как
учитывать ваши пожелания, и такой фильм будет, наверное, очень интересный. Ну, это будет, наверное, уже не в этом году, скорее всего, а в следующем году. Поэтому в следующем году мы презентуем его, и там круглого стола не будет же, да? Там нет, там без круглого стола, просто, да, мы презентуем просто его и запустим. Так, что насчет нашего круглого стола? У нас очень активно вот он прошел, ага, у нас даже ремонт идет. Очень активно, да, очень жизненно, и я так думаю, родители сейчас уже поняли, как вести себя, ну, как ограничивать детей, как с детьми общаться. И хотел бы пожелать, чтобы они больше уделяли времени своим детям, занимались ими, доверительные отношения, чтобы они устраивали. А также пожелал бы управлению образования нашего города, чтобы восстановили свои профильные занятия послеобеденные, там, в свободное время. Потому что дети, как заканчивают школу, идут домой. Но при этом у нас во время пандемии все школьники учатся, все платные там дополнительные занятия проводятся, но профильные почему-то внешкольные нет. И в дистанционном формате это то же самое, что и детей сидеть дома с гаджетами. На самом деле вот с гаджетами. Ну, у меня вот ребенок, да, дочка, ходит на программирование. Программирование там 10 человек, да, куб, IT-куб. 10 человек там, в 10 человек они отправили всех на удаленку и дистанционно учатся. На дистанционной они получают задание, там полчаса проводят такое обучение и все. Ну, то есть эффективности я вот больше не заметил. Ребенок сидит с гаджетом, так и сидит. Там мультики смотрит или учится, непонятно. Не, я согласен, я ничего против не имею, да. Ага. Поэтому вот пожелания такие родителям, и надеюсь, было очень полезно сегодня проводить этот круглый стол. Спасибо. Ну что ж, коллеги, позволю себе завершить наше мероприятие. Круглый стол на тему киберсталкинг в отношении детей. Огромное спасибо всем, что пришли. Были услышаны очень интересные и, самое главное, важные мнения, советы, пожелания по поводу того, как правильно родителям вести себя с детьми, может быть, как правильно детям вести себя по отношению к родителям. И, надеюсь, важность того, что обращать внимание на проблемы ребенка, на изменение его поведения, это очень-очень-очень важно. Буквально с самых первых минут, часов, дней это все увидеть, предотвратить, и чтобы ничего плохого потом не произошло. Безусловно, наши круглые столы будут обязательно продолжены, если не в этом, то в следующем году. Будем рады видеть вас еще раз с какими-то, может быть, свежими идеями. И со стороны министерства, я думаю, мы какие-то новые готовые продукты обязательно увидим в ближайшее время. Большое всем спасибо. Спасибо зрителям, спасибо участникам. Всего доброго. Типов онлайн-атак. Он обычно проявляется в отправке жертве сообщений с угрозами или публикации уничижающих достоинства жертвы фотографий и видео в социальных сетях. Большинство киберсталкеров способны высказываться только в онлайн-пространстве. В реальной жизни у них не найдется смелости произнести подобное в лицо жертве. Киберсталкинг детей – острая проблема. В интернете легче сохранить кажущуюся анонимность, и это, в свою очередь, порождает вседозволенность вкупе с сопутствующими проблемами. Важно вовремя отследить, что у ребенка проблемы в сети. Об этом говорят некоторые симптомы – подавленность, постоянное использование гаджетов, злость или непривычная замкнутость. Есть разные способы защититься от киберсталкинга. Горячие линии, жалобы на контент в интернете. Психологические последствия киберсталкинга у подростков могут быть различны – от подавленного состояния до панических атак, повышения тревожности, серьезных эмоциональных травм. Если вы столкнулись с такой ситуацией, скорее обращайтесь за поддержкой и помощью для себя и ребенка. Киберсталкинг довольно распространен среди детей и подростков, но есть способы снизить риск и ограничить воздействие. Бережное отношение к паролям и личной информации в целом полезно, как и осмотрительность в отношении своих постов, изображений, текстов. В любой социальной сети нужно постоянно проверять параметры безопасности
безопасности и настройки конфиденциальности. Вот некоторые признаки, что у ребенка проблемы с общением в сети. Ребенок перестал использовать гаджеты или, наоборот, использует чаще обычного. Ребенок выглядит расстроенным, раздраженным, подавленным после взаимодействия с гаджетами. У ребенка резко ухудшились оценки. Ребенок стал закрытым, настороженным, не идет на контакт. Если кто-то практикует киберсталкинг в отношении вашего ребенка, действуйте так. Побудите его рассказать все как есть, убедив в том, что он ни в чем не виноват. Попросите фиксировать даты, описывать, что произошло, хранить скриншоты в качестве доказательств. Важно не реагировать на атаки. Агрессор жаждет внимания, и если реакции нет, он может потерять интерес. Обратитесь к провайдеру и сообщите о киберсталкинге в его сети. На некоторых сайтах есть специальные тревожные кнопки для информирования о фактах угроз. Можно блокировать в соцсетях каждого, кто заставляет чувствовать себя некомфортно. Помните, что в подобной ситуации всегда можно обратиться за помощью к классному руководителю или к администрации школы. Школьный психолог и специализированные центры психологического сопровождения способны помочь ребенку выйти из стрессового состояния. Если чувствуете, что ситуация выходит за рамки, обращайтесь в полицию и к детскому психологу. Общероссийский единый детский телефон доверия 8 800 2122.